Родить и быть уверенной, что ребенка со временем примут в детский сад, об этом думает каждая будущая мама. А те, кто в скором времени после родов намерены вернуться к профессиональной деятельности, волнуются в разы сильнее. На сегодня детские сады поселка Кызылсыр посещают 218 дошколят. Здесь функционирует 2 детских сада. Самая старинная из них – детский сад «Родничок», который был построен еще в далеком 1969 году. У нас функционирует 3 корпуса, 2 для детей и 1 административно-хозяйственный, то есть у нас находится там пищеблок. Вот. Мы работаем по программе «От рождения до школы». Детей у нас на сегодняшний момент посещает 51 ребенок. Вот. Мы полностью укомплектованы в штатном расписании. У нас сотрудников 22, почти все у нас молодые специалисты, очень много у нас молодых специалистов в этом году, 21-22 учебный год. Вот. Очень перспективные педагоги, поэтому с ними очень интересно. Вот, всегда с каждым годом у нас новшества появляются, поэтому они, как обучившиеся только всему этому новшеству, нам, значит, открываются вот с этой стороны с очень положительной, с очень творческой, качественной работой. Вот это очень приятно. Я воспитатель детского сада «Родничок» в старшей группе. У меня в группе воспитывается 16 детей, вот, 8 мальчиков и 8 девочек. Но мы в разных конкурсах участвуем. У нас день как проходит. С утра занятия, физкультурные занятия, музыкальные занятия ведутся и обычные занятия по программе «От рождения до школы». Но я в детском саду работаю буквально уже много лет, получается. А воспитателем я работаю уже 2-й год. Ну, конечно, хотелось бы, во-первых, работать в новом саду, конечно, вот, развиваться дальше, детям передавать знания свои. Меня зовут Лиза, мне 7 лет. Я люблю очень ходить в садик, и я там всегда со всеми играю. А моя любимая подружка в садике – это Ксюша. И друг мой любимый – это Матвей. Но мы в садике все время занимаемся, все время ходим гулять. Но я могу такой стих рассказать, где мы учили танец мышак и лягушек. Кот катался без заботы, не глядя на красный свет, налетев на бегемота, поломав велосипед. Наш детский сад образовался в 1986 году, был ведомственным детским садом Якутгазпрома, потом с 2005 года перешел в муниципалитетный детский сад. Контингент детей большой, в количестве 163 воспитанников и сотрудников 48. Детский сад перспектив хороший, развиваемся, трудимся, участвуем во всех конкурсах, и международных, и республиканских, всероссийских конкурсах, победителей и лауреатов много. Работаем по комплексной программе «Мир открытий», 8 общеобразовательных групп, в том числе коррекционная группа у нас есть, кратковременная. Дети в обуз уходят, и работаем инновационным проектом. Это у нас шахматы детям, одаренный ребенок, колята-дошколята, музыка для всех. Я педагог дополнительного образования. В этом детском саду тружусь уже 30 лет. Что хочу сказать о своей работе. Помимо того, что я провожу занятия всех 5 группах, я еще, конечно, готовлю детей на конкурсы. Мы участвуем и в республиканских, и во всероссийских, в муниципальных конкурсах, и даже в поселковых. Очень дети любят участвовать в конкурсах, потому что наши поселковые конкурсы дают детям радости в том плане, что всегда получают подарки, если они, естественно, зарабатывают какие-то призовые места.
А в остальных конкурсах это просто грамоты, дипломы. Очень много, конечно, у меня очень много участвующих детей. И я хочу сказать, у нас не проходит конкурс, чтобы дети не заняли какое-то место. Не просто сертификаты, а обязательно дипломы или лауреаты какой-то степени. Ну, в общем, как-то так. Я хочу сказать, что психология времени совсем другая, и у нас и дети другие. Немножечко, что нас волнует, это то, что дети сидят очень много с гаджетами. Да, я как преподаватель изобразительной деятельности, мне это больно, что у детей должна развиваться мелкая моторика рук. Мы же подготавливаем, начиная со второй младшей группы, детей уже подготавливаем в школе, идет подготовка в школе. И вот у нас немножечко, по сравнению с предыдущими годами, как бы немножечко, я бы сказала, ухудшение в том смысле слова, что вот нет развития мелкой моторики рук. Я считаю, только из-за того, что слишком много дети уделяют времени телефонам, планшетам. Ну, это, наверное, беда не только нашего сада, а всех детей. Да? Ну, а в принципе, дети трудолюбивые, они интересуются всем и всегда любознательны. И мне очень радостно, что они проявляют восприятие окружающего мира в своих рисунках, в лепке, там, в аппликации. В сердце газовой промышленности Якутии в поселке Кызылсыр планируют построить детский сад на 240 мест. По количеству детей это будет самый большой детский сад в районе. Согласно проекту, это будет самый большой детский сад в нашем Элусе. Вот, в феврале уже завершилась экспертиза этого проекта. Вот, на проект улусный бюджет, значит, с улусного бюджета мы направили порядка где-то 6-7 миллионов рублей. И сегодня уже полностью проект завершен и прошел экспертизу. Вот, и сегодня совместно с Министерством образования работаем по этому объекту для того, чтобы он вошел в федеральную программу развития образования. Вот, в свое время он получил поддержку, значит, правительства. Вот, и очень надеемся, что в ближайшее время начнется строительство этого детского сада. Со своей стороны администрация поселка уже определила место строительства нового здания и готова подготовить пустырь к строительству. Проект предполагает трехэтажный корпус детского сада с большой территорией, с детскими площадками. За территорией детского сада планируется парковка. Ну, в общем, будет хороший, красивый детский сад, современный. Наконец-таки, у меня большая радость по этому поводу, потому что впервые я отработала в детском саду с 1994 года по 2006 год, потом у меня поступило предложение идти работать в администрацию. Вот, поэтому в 2000 году при составлении СЭР, социально-экономического развития поселка, мы участвовали как руководители при главе. Вот, и первую заявку я подавала еще в 2000 году о строительстве нового детского сада, потому что уже на тот момент, 69-й год, извините, здания, естественно, они были проекты были не приспособлены именно для детского сада, но в связи с тем, что у нас в то время все-таки в поселке преимущество занимала наша Вилюйская нефтеразрезочная экспедиция. Естественно, все это было не капитальное, не то, что требует именно, как сейчас у нас требования и Санпина, и ФГОС, по которому мы работаем. Вот, конечно, таких требований не было. Тогда только нужно было удовлетворить как бы население, мамочек, семьи, чтобы дети были под приглядом каким-то хотя бы. Это начало развития экспедиции было. Вот. Конечно, очень долго ждали мы этого момента. Нам очень хочется, чтобы побыстрее все-таки его построили, потому что изначально, когда разрабатывали программу СЭР, я внесла предложение, чтобы детский сад был в центре,
потому что скопленность все-таки в центре. Вот. И чтобы детский сад был рассчитан так, чтобы было удобно, доступно. Удобно, доступно, в сухом месте, потому что, естественно, у нас земли разные здесь, и плавуны есть, и болотистые места, чтобы это было не во вред здоровью, естественно, детей, наших воспитанников. Этот детский сад мы ждем уже давно. Конечно, вчера мы возили детей на автобусе подготовительной группы в школу. Там прошел ремонт. Ну, вы знаете, душа радуется. Ну, такая красота. Все современно. Естественно, мы должны жить в ногу со временем. И очень хочется, чтобы наши дети тоже ходили в новый детский сад, чтобы здания были на высоком уровне. Ну и, само собой, понятно, образование у нас, я бы не сказала, что у нас совсем плохое образование. Я считаю, что мы даем достаточно. Мы работаем по новым технологиям, постоянно сами педагоги, мы дистанционно обучаемся. Поэтому думаю, что и образование будет на высоком уровне, но и дети будут очень рады находиться в новом современном детском саду. Но мы ждем и готовимся уже много лет, как говорится. Мы очень рады, что будет строительство нового детского сада. Хотелось бы пожелать, чтобы все соответствовало по ФГОСу, по дополнительному образованию, чтобы ушли все по требованиям Санпина. И мы рады и ждем. Спрос на места детские сады в поселке достаточно высок. Это связано в том числе с увеличением рождаемости и пребыванием вахтовых работников. Таким образом, когда построят новый детский сад, все дети дошкольного возраста будут посещать новый современный детский сад, и он станет настоящим вторым домом для ребят.